Самая короткая рабочая неделя года и длительные выходные позади. На календаре вновь воскресенье, 21:30, а значит на канале БСТ время подводить итоги. Сделаем это вместе. Добрый вечер, я Альбина Хайруллина, и вот ключевые темы выпуска. Земли Гослесфонда недалеко от деревни Якшеваново, Красноярский сельсовет. Огненные выходные, горят сотни гектаров леса и поля с сухой травой. Ситуация осложняет шквалистый ветер. Языки пламени едва не добрались до жилых домов. Строго на Елкибаево пожар уже сильный пошел на деревья. Машины разворачивать, проехать невозможно. Что стало причиной пожаров и как республика выправляется после разрушительного урагана. Крылатая медицина или неотложка по воздуху. Все вертолеты, переданные для работы в санитарной авиации, оборудованы на уровне реанимационной палаты. Санавиация меняет автопарк. В республике по поручению Ради Хабирова создадут 15 вертолетных площадок. В любой момент может произойти техногенная катастрофа. Вертолетная площадка должна быть. На смену спасительному золотому часу приходят платиновые минуты. Кинотеатр на воде, зрительные кресла на лодках. Благоустройство береговой линии, это организация пирса. Сразу 3 города – Белебей, Бирска и Шимбай – выиграли федеральный грант в 250 миллионов рублей на обустройство парков. Будет больше туристов, будет торговля, будет организован досуг. Какие изменения ждут зоны отдыха и когда ждать перезагрузки? На улицах городов появятся необычные дорожные знаки, а вот табло с курсами валют исчезнут. Прибавки к пенсии, новые правила для застройщиков и для пользователей мессенджеров, новые законы и жизнь на новый лад. По-настоящему жаркими выдались выходные у пожарных и спасателей, у которых количество вызовов резко возросло. Сгорело порядка 300 гектаров лесного фонда, преимущественно на юге республики. Крупный пожар был виден из окон уфимских домов. Горело больше 50 гектаров сухостоя на границе 3 районов – Уфимского, Благовещенского и Кушнаренковского. Ситуация осложнялась тем, что рядом нефтяные скважины, при этом не утихал шквалистый ветер. Огонь едва не добрался и до жилых домов в Кармаскалинском районе. Причина – преимущественно человеческий фактор. И это учитывая тот факт, что в республике объявлен противопожарный режим и повышенные штрафы за разжигание костров. Репортаж Максима Окунева. Земли Гослесфонда недалеко от деревни Якшеваново, Красноярский сельсовет. Откуда пошла первая искра в этом случае, сейчас разбираются правоохранительные органы. Возгорание травы в Красноярском сельсовете Уфимского района к 3 часам ночи перекинулось на лес. Из-за сильного ветра ширина пламени достигала 30 метров. Десятки жителей вместо сна отчаянно боролись с огнем, используя подручные средства. Лишь немногим достались специальные ранцы для тушения. Вот это противопожарный ранец «Ермак». Очень полезная вещь для мобильной группы. 4 единицы такого оборудования стоят на вооружении сельсовета с населением в 5000 человек. Сейчас встала необходимость закупить еще 10 таких рюкзаков. Но в случае повторения ситуации это вряд ли спасет без подкрепления со стороны МЧС. Пожар был виден из окон уфимских домов. Горело больше 50 гектаров сухостоя на границе 3 районов – Уфимского, Благовещенского и Кушнаренковского. Вот мы не смогли отстоять. Пожар пошел в лес, это очень сильный и тяжелый возгорание, там до 5-10 метров горят стволы и очень тяжело потушить. Территория близ села Красный Яр накануне вечером была полностью охвачена огнем. Существовал риск, что пожар перекинется на густые лесопосадки и нефтяные скважины Сергиевского месторождения. Спасла защитная обваловка вокруг них и активные действия населения, а также добровольных пожарных дружин. Огонь был такой, что поливальные машины по нескольку раз тушили одни и те же участки земли, которые то и дело высыхали и вспыхивали вновь. Многие садоводы, сотки которых расположены поблизости, поспешили уехать от дыма. На помощь практически не выходили дачники. В числе добровольцев были в основном те, кто постоянно проживает в Красном Яре. Многие жители сидят и не видят, и не слышат, и не чувствуют запаха. И я бы, допустим, хотела бы, чтобы у нас в селе тоже как был оповещатель громкий.
Допустим, кто-то спит или еще что-то. Пожилые люди, например, они вообще плохо слышат. В итоге на помощь людям и спасателям подоспел проливной дождь. Правда, это не означает, что ЧП не повторится. На полях вокруг населенных пунктов годами скапливался сухостой и мусор от несанкционированных свалок. Территория нуждается в рекультивации пахоти, на что у сельсоветов региона просто нет денег. Дорога на Елкибаево, пожар уже сильный пошел на деревья. Машина разворачивается, проехать невозможно. Жители деревни Куганак Кармаскалинского района тоже бросили все силы на тушение пожара. Горел сухостой в деревне Муксиново. Чтобы остановить огонь, трактора прорыли рвы. Пламя все же перекинулось на деревья. А вот юг республики дожди обошли стороной. В итоге там до сих пор горит лес. В Хайбулинском, Зилаирском и Зианчуринском районах уже пострадало 275 гектаров зеленых насаждений. Причина все та же, уверены в Минлесхозе. Это поджог травы, непотушенная сигарета, либо несанкционированное разведение костра. Из-за поджога сухой травы, сами прекрасно видите, наше штормовое предупреждение уже третий день стоит, шквалистый ветер и непосредственно переходит в лесной фонд. Но нужно сказать, что наши пока лесопожарные формирования отрабатывают на нормальном уровне, то есть все 100% пожаров были ликвидированы в течение первых суток. О том, что ситуация критическая, заявил Ради Хабиров на оперативном совещании в правительстве. Руководитель региона признал, что республика существенно проиграла пожарам, из-за чего есть необходимость внедрять новые меры профилактики и привлекать общественных инспекторов. Мы можем констатировать, что первый квартал мы проиграли. Так ведь? Вот, коллеги, это наше общее поражение. Первый квартал в борьбе с пожаром мы проиграли. Подумаем, давайте над тем все вместе насчет службы, вот о которой Фарид Рифович говорит. Если это полезно, то значит будем создавать. Пока ситуация такова, что ординарными методами, вот так просто заслушивая на ВКС и так далее, мы ситуацию не решим. Запрещено пользоваться открытым огнем, то есть это разводить костры. С 30 апреля в регионе действует особый противопожарный режим. Пока сотрудники пожарного надзора обходили, что называется, пряником. Проводили рейды в садовых товариществах, инструктажи, раздавали листовки. Однако после серии пожаров контроль, скорее всего, станет жестче. И тех, кто решит пожарить шашлыки или бросить непотушенную сигарету, ждет кнут в виде штрафа в 400 тысяч рублей. Максим Окунев, Руслан Батыргареев, Азат Ишбулатов, Родион Матвеев. Итоги недели. На протяжении недели республика приходила в себя после ураганного ветра. Пострадали 9 районов и 3 города. Десятки социальных объектов и жилых домов остались без крыш. Общая площадь повреждений составила порядка 2000 квадратных метров. В Ишимбайском районе в село Петровское ветер повредил крышу. В Стерлитамаке было частично разрушено здание железнодорожного вокзала, но наибольший урон стихия нанесла по Аургазинскому району. В один из домов и вовсе ударила шаровая молния. Ради Хабиров на оперативном совещании заявил, что пострадавшим от стихии муниципалитетам окажут помощь. С подробностями Анастасия Чебаева. Веранда вот началась и до конца вот дом. И 14 метров дальше вот. Вот стоит колышки, до конца вот дом был наш. Вот иногда что осталось. Она растерянно смотрит на уже пустой участок. О том, что когда-то здесь был дом, напоминает разве что погреб. Единственное, что сохранилось после пожара. Вместе с мужем Альмира ходит по обугленной земле, где когда-то была их спальня. 28 апреля для Каримовых теперь черный день календаря. Соседи видели, как в постройку влетела шаровая молния. Через минуту здание уже было объято огнем. Хозяев в этот момент дома не было. Неправильно. Может, я говорю, сарай? Нет, говорит Альмира, это ваш дом горит. Крышу закрывать собирались, деньги собирали, крышу хотели поменять. Да и деньги вот 200 тысяч собирали, сколько скотину резали, сколько я молочными занимаюсь, молочный продаю. Вот, да, все сгорело. В течение 15 минут. 30 лет они наживали свое хозяйство, и всего день потребовался для того, чтобы убрать то, что от него осталось. Помогли соседи и родственники. Также погорельцам от администрации района и сельсовета выделят деньги. А возвести новое здание они смогут по программе «Домокомплект». Предусматривают, значит, на получение деревянных материалов для строительства дома по льготному кредитованию. В течение 5 лет они это будут оплачивать. Сумма уплаты будет постепенно в течение 5 лет идти в последовательности уменьшения. А это уже кадры из села Юламаново. Ветер был такой силы, что сорвал огромный кусок кровли со здания школы. Листы железа вместе с деревянными балками разбросало по территории. Лишь чудом никто не пострадал. Угрозы разрушения здания нет. В окно посмотрела, черное какое-то облако идет. Я думаю, что за это? Странно как-то. Потом выбежала за дочкой. Дочку сразу завела домой.
Вот только едва ли там было безопаснее, чем на улице. Сильным порывом ветра кровлю дома снесло во двор. Альфия в этот момент прятала гусей. Женщина успела укрыться от летящих обломков в сарае. Пострадали лишь куры, которых задавило насмерть. Радует, говорит Альфия, что на улице в тот момент больше из ее семейства никого не было. Померли бы все. Вообще кошмар был. И что теперь? Я не знаю. Люди помогут, думаю. У меня дочка инвалид первой группы. Сын вот приедет завтра. Восстановительные работы начали уже на следующий день. Ликвидация последствий стихии идет и в селе Тряпино. Прям ураган, как смерч. Страшно было. Темно, прямо аж все потемнело. Ураган и ветер повредил кровлю школы и сельского дома культуры. На учебном процессе происшествие не отразилось. Пострадала лишь крыша над спортзалом. Рабочие стараются как можно скорее закончить ремонт. Ветер профнастил создает большую парусность. Есть опасность, что вместе с людьми могут улететь с крыши. Высота большая. Поэтому работает очень осторожно. Делается на деньги подрядчика. Мы сейчас готовим обращение к ВРИО главы республики Хабирову Радию Фаритовичу с просьбой о выделении материальной помощи для пострадавших объектов. Восстановительные работы замедляют погодные условия. В Уфрийском районе, как в Ургазинском, сильный ветер не прекращается вот уже несколько дней. Здесь, в деревне Антоновка, пострадало 2 здания. Это школа и ФАП. Рабочие ремонтируют кровлю с особой аккуратностью, чтобы случайно не пострадать самим. Сделать перерыв на несколько дней, чтобы дождаться, когда погодные условия улучшатся, они не могут. В этом учебном заведении обучается около 60 детей. Сейчас они переведены в школу в соседнее село. На время ремонта ФАПа прием нуждающихся в медицинской помощи ведется в сельской врачебной амбулатории в Белом озере. Все эти работы будут закончены в течение 15-20 дней. Все полностью, материалы подвозим. Я думаю, что мы поставлены сроки, по графику мы все эти работы выполним. Работаем круглые сутки. Народ относится с пониманием. Вот сегодня организовали субботник, все они полностью вышли, несмотря на ненастную погоду. За кадрами разрушений скрывается человеческая отзывчивость. Это сплочение простых сельчан, которые кинулись разбирать завалы. Каримовым и вовсе несли деньги и вещи, а бабушка напротив приютила погорельцев. Рабочие, несмотря на тяжелые условия, продолжали восстановление домов. Холодный фронт, вторгшийся на территорию республики, стал словно проверкой на прочность. Анастасия Ильчебаева, Булат Закирьянов. Итоги недели. Башкирская медицина станет крылатой. Таково требование Ради Хабирова. В республике планируется построить 15 вертолетных площадок, предназначенных для нужд санитарной авиации. К ним планируется приобрести высокооснащенные вертолеты, способные экстренно эвакуировать пациентов из любого, даже самого труднодоступного района. На путь от места ЧП до профильных клиник уйдет в 2,5 раза меньше времени. В пример медики приводят ЧП под Улутиляком, когда только наличие санавиации помогло спасти сотни человеческих жизней. А теперь этой вертолетной площадки больше нет. Артур Шамсудинов разбирался, когда медикам поменяют автопарк и когда врачи начнут летать. Искореженные вагоны, выжженная земля и сотни обугленных человеческих тел. Редкие архивные кадры последствий самой страшной железнодорожной катастрофы в российской истории. В 1989 году мощный взрыв под Улутиляком полностью уничтожил 2 пассажирских состава. По официальным данным, в них находилось около 1200 человек, почти половина погибли. Однако этот список мог быть гораздо больше, если бы не оперативные действия медиков и спасателей. Многих пострадавших доставляли в Уфимский госпиталь на вертолетах. Тогда 467 обожженных привезли из Улутилякской зоны вертолетчики. Если бы вертолетной тогда службы не было бы, потери были бы у нас гораздо больше. Профессор Саубан Хунафин – один из участников тех событий, врач, принимавший выживших в ожоговом центре. Если говорить о таких больных, дорога каждая минута. А потому помощь авиагруппы сложно переоценить. Немаловажную роль сыграло и удобное расположение вертолетной площадки, куда доставляли пострадавших. Тогда она находилась на улице Зорги. Однако сейчас на том самом месте новые дома. Вертолетный полк распустили, а единственную площадку закрыли и застроили. 33 объекта в Башкирии есть, вблизи которых человек жить опасно. В любой момент может произойти техногенная катастрофа. Вертолетная площадка должна быть. На транспортном часе, который прошел на неделе, Ради Хабиров дал указание всерьез заняться этой проблемой. Было принято решение обустроить 15 взлетно-посадочных площадок для медицинских вертолетов.
7 из них будут располагаться в разных частях Уфы. Остальные 8 в Нефтекамске, Аскино, Баймаке, Сибае, Октябрьском, Мисягутово, Стерлитамаке и Белорецке. Сегодня начата работа по осуществлению кадастровых работ по земельным участкам. Ориентировочная стоимость этих работ по каждому из участков будет составлять до 50 тысяч рублей. А обустройство одной оборудованной вертолетной площадки с искусственным покрытием, ветроуказателями, световыми приборами до 2 миллионов рублей. Служба санитарной авиации в республике есть. Правда, представлена она не винтокрылыми машинами, а вот такими реанимобилями. Они оснащены по последнему слову медицинской техники и предназначены для эвакуации трудных больных со всех районов республики. Но даже несмотря на хорошую оснащенность, летать они все равно не могут. Осуществляем выезды, консультации, если необходимо, делаем операции на местах. Также производим эвакуацию пациентов в специализированной медицинской организации города Уфы. Также мы санитарно-авиационную эвакуацию авиационным транспортом. Заключен у нас договор ежегодный с компанией «Русавиа». Они в своем составе, в своем парке имеют самолет Ан-2 для эвакуации пациентов, также вертолет «Робинсон». Ан-2, широко известный как «Кукурузник», служба санитарной авиации арендует у компании Light Air. Самолет может дать фору машине по скорости передвижения, но и у него есть недостатки. Для приземления летчику нужна специально подготовленная полоса. Посадочные площадки у нас сейчас сокращаются, значит, застраиваются в основном. Есть посадочные площадки, еще остались в Нефтекамске, в Сибае, в Октябрьском, в Акьяре. А в таких маленьких населенных пунктах там Ан-2 не сядет. Да и кто летал на таких самолетах, понимает, даже здоровому человеку к концу полета может стать плохо, что уж говорить о больных. Помимо самолетов Ан-2 для нужд башкирской санавиации на договорной основе применяются и эти вертолеты «Робинсон». Они более маневренные, их можно использовать для посадки на ограниченной территории, но есть один существенный недостаток. Перевозить можно только сидячих пациентов, для лежачих больных мест не предусмотрено. При создании авиапарка Республиканской санитарной службы специалисты остановили свой выбор на 2 моделях вертолетов – Ми-8 и Ансат, которые производятся в Казани. Последний способен разместить до 8 пассажиров. Дальность полета – до 500 километров. Все вертолеты, переданные для работы в санитарной авиации, оборудованы на уровне реанимационной палаты. На борту есть все необходимое для оказания помощи. Правило золотого часа, то есть времени, когда нужно оказать первую помощь, уже устарело, считают эксперты. Впору говорить о платиновых минутах. Многие выжившие в ДТП погибают на пути в больницу. По количеству летальных исходов в результате аварии Башкортостан занимает 4-е место. Программа по развитию санавиации позволит улучшить этот показатель. Мировые данные, они так осторожно говорят, 20%. Это официальные данные. Учитывая большие расстояния, скажем, цифра может быть и больше. Это в Европе, где все находится очень близко. То есть у них население плотно проживает. А в наших условиях это могло быть в разы. В Европе вертолетные площадки расположены не только на крышах медучреждений, но и вдоль транспортных магистралей, через каждые 50 километров. В Башкортостане ими собираются оснастить хотя бы наиболее крупные города и райцентры. На создание инфраструктуры уйдет порядка 30 миллионов рублей. И уже к середине 2020 года башкирские медики должны обрести крылья. Артур Шамсудин, Фалсут Узбекова, Айдар Шарипов и Шамиль Каримов. Итоги недели. В Бирске появятся рестораны в виде избушек на курьих ножках, а в Белебее кинотеатр на открытом воздухе с возможностью просмотра фильмов прямо во время катания на лодках. Преобразится и центр Ишимбая. На благоустройство парков и зон отдыха из федерального бюджета выделят 250 миллионов рублей. Сразу 3 муниципалитета нашей республики стали победителями всероссийского конкурса по созданию комфортной городской среды. И это первые шаги к той модели поведения, которую от властей ждет Ради Хабиров. Помните фразу «Дверь открывает министр федеральный», а там уже наш башкир сидит с папочкой и программой. Все подробности у Равиля Ватолина. Парк с прудом – излюбленное место прогулки жителей Белебея создавали еще в советские времена. С тех пор здесь мало что изменилось. Сквер, каких много по всей России, но уже в следующем году он приобретет новый облик. Зеленый театр, литературная площадь, велодорожки – и это еще не полный список объектов, которые должны появиться в парке поющих родников. Именно такое название приобретет место после обновления. Благоустроят здесь и пруд. Прямо на берегу водоема планируется развернуть огромный экран, чтобы отдыхающие могли совместить водные прогулки с просмотрами фильмов. В первую очередь это благоустройство береговой линии, это организация пирса, благоустройство пляжной зоны, одно из излюбленных мест жителей нашего города. Здесь предполагается размещение строительства
зеленого театра, где будут проходить культурно-массовые мероприятия. Масштабную реконструкцию проведут и в историческом центре Бирска. В первую очередь благоустроят скверы имени Ленина и Матросова. Уже к середине лета здесь появятся современные зоны отдыха, тропинки для прогулок и долгожданные фонарные столбы. Причем подсветка охватит всю территорию, так что романтикам гулять здесь можно будет даже ночью. После скверов рабочие возьмутся и за ремонт Октябрьской площади. На ней проходят все значимые мероприятия города. Изменению подвергнется буквально каждый квадратный метр. При этом жители, которые привлекались для того, чтобы разработать концепт развития этой территории, они продумали все. И придумали ночное, дневное использование этой территории, как она будет использоваться по выходным, в будние дни, что здесь будет происходить летом, что будет происходить зимой. Проекты благоустройства зон отдыха в Бирске разрабатывали всем городом. Архитекторам поступило свыше 4000 заявок с пожеланиями. Окончательные варианты и направили на всероссийский конкурс по созданию комфортной городской среды, в котором одержали победу. Жюри отметило, столь активной вовлеченности населения не было ни в одной работе. Именно этот фактор и сделал Бирск безоговорочным лидером. Мы ожидаем большой поток туристов в наш исторический город. Он довольно-таки долгое время был в застое. Сейчас он восстанавливается. Его историческая часть. Будет больше туристов, будет торговля, будет организован досуг. Большая перезагрузка ждет и Ишимбай. Жители на общем собрании решили полностью реконструировать проспект Ленина. На главной улице города располагаются практически все значимые объекты: дворец культуры, скверы и парк первооткрывателей башкирской нефти. Однако за многие годы на реконструкцию зон отдыха практически не было денег, из-за чего, говорят местные, территории стали серыми и унылыми. Победа в конкурсе и многомиллионный грант поможет полностью исправить ситуацию. Причем к федеральным деньгам республиканские власти добавят еще из республиканского бюджета. Из федерального бюджета и те деньги, которые мы дофинансируем, это получается вполне существенная сумма, порядка от 100 до 150 миллионов рублей на реконструкцию парков. По сравнению с тем, что мы в предыдущие годы практически не получали никогда таких наград, это большое достижение. Значит, у нас все в порядке с кадрами и компетенцией по подготовке грамотных заявок. Эти слова Ради Хабиров написал уже на своих страницах в социальных сетях. И так надо действовать во всех сферах, привлекая федеральные средства, обозначил руководитель республики. Кому-то покажется, что 250 миллионов рублей небольшие для масштабов нашего региона деньги. Но вот обычные люди уж точно так не скажут, прогуливаясь по обновленным улицам и паркам. Равиль Ватолин, Руслан Батыргареев, Азат Петров и Булат Садреев. Итоги недели. Аграрии республики перешли на усиленный режим работы хозяйством в короткие сроки. До начала дождей нужно закончить посевную. В первую очередь хлеборобы сажают яровую пшеницу и масличные культуры. К сегодняшнему дню сельчане уже перешли отметку в 26% от запланированного объема. Засеяно 514 тысяч гектаров площадей. С ходом весенне-полевых работ ознакомился Ради Хабиров. Руководитель республики отметил, что активнее нужно заниматься и пересевом озимых культур, которые погибли на полях региона. В республике не взошли свыше 75 тысяч гектаров ржи и пшеницы. Еще столько же потерь добавил ранний сход снега и морозная погода. По озимым мы сейчас до конца актируем и, скорее всего, будем пересевать около 137 тысяч гектар. Но это 2 дня нашей работы. Поэтому аграрии обеспечены всеми необходимыми материалами, и семена, и горюче-смазочные материалы, соответственно, техника, все в работе. В Аургазинском районе Ради Хабиров в неформальной обстановке встретился с руководителями хозяйств. В ходе беседы были затронуты темы субсидирования покупки сельхозтехники, доступности банковских кредитов, возможности расширения посевных площадей за счет вовлечения заброшенных земель. Ради Хабиров отметил, что крепкие современные хозяйства всегда могут рассчитывать на поддержку республики. Я хотел подтвердить, что те меры поддержки, которые от республики и от правительства у нас сейчас существуют, мы их будем сохранять. И более того, как только у нас будет больше возможностей, мы, соответственно, сельское хозяйство будем и аграриям помогать. В унисон на этой неделе жители страны прокричали лозунг «Мир, труд, май». Праздник весны и труда уже давно потерял политический подтекст, однако, как и много лет назад, трудящиеся по традиции вышли единым фронтом на первомайские демонстрации, чтобы быть услышанными. И если в Уфе это был митинг с 10 тысячами участников, то на центральных площадях городов и райцентров прошли концерты мастеров самодеятельности, ярмарки, флешмобы и спортивные состязания. Праздник уже давно стал семейным. С подробностями Динара Таймасханова. Ура!
Да, росту зарплат и пенсий. Нет, повышению цен и налогов. Флаги, шары и плакаты. Чтобы привлечь внимание к проблемам трудящихся, в ход идут яркие атрибуты. Работать желание есть и на пенсии, а вот зарплату хотелось бы больше. Повысили нам зарплату. Пенсионеры работаем еще. Будем работать, если будет повышенная зарплата. Мы любим свою профессию. Они не застали эпоху транспарантов и красных флагов. Для них ближе понятие флешмоба. Однако студенты в маевку на одной волне со старшим поколением. Мы сегодня пришли сюда отпраздновать праздник весны и труда. Ну и также пообщаться со своими давними друзьями, коллегами. Это тоже прикольно. Представители профсоюзов отмечают, что проблемы, которые нужно решать, конечно же, есть. Однако в этом году в республике удалось рекордно снизить безработицу. По данным статистики, ее уровень в регионе упал ниже 5%. Такого не было последние 15 лет. 3 страны социального партнерства, правительство, работодатели, профсоюзы делают очень много, и есть результаты. По итогам 2018 года мы перешагнули барьер по заработной плате 30 тысяч рублей. И вот по итогам 2 месяцев темп роста заработной платы и реальная заработная плата опережает среднероссийские темпы. Свыше 10 тысяч горожан объединил общий лозунг «За справедливую экономику в интересах человека труда». Формат первомайских встреч за годы изменился, однако его идейная часть осталась прежней. И все же, если раньше первомайские митинги носили скорее политический характер, сегодня это больше праздник весны и труда. На центральных площадях городов и райцентров прошли концерты, ярмарки, флешмобы и спортивные состязания. Мы едем в Сибай. Кто с нами? Наверное, громче всего 1 мая отметили в Сибае. Больше 10 тысяч фанатов пели наизусть популярные треки Радика Юльякшина и других исполнителей башкирской и татарской эстрады. 8-часовой концерт прошел в формате живого звука. Концерта не было потрачено ни копейки, и сами артисты не заработали денег. Свое шоу исполнители сделали благотворительным. Отдача зрителей, энергетика и несмолкаемые аплодисменты. Сколько отдаешь ты народу, так и возвращается. Это вот круговорот. Энергию свою отдаешь, и народ возвращает. Это все искренне должно быть, и по-настоящему. И даже забываешь про усталость. Ты просто радуешься от того, что радуется народ. В музыкальном сопровождении отметили 1 май и жители Мракова. Под аккомпанемент оркестра 1 мая кугарчинцы отметили сразу 2 праздника. Чествовали трудящихся и поздравили сотрудников пожарной службы. Самым отважным и верным профессии вручили юбилейные медали. Чтобы было мирное небо над нашими головами, чтобы наши дети росли счастливыми, здоровыми. В Стерлитамаке презентовали фотовыставку, посвященную 100-летию Башкортостана. Кроме копий редких снимков, исторических документов, биографий политических и общественных деятелей, необычные картины. Стоит лишь приложить экран смартфона, они оживают. Мы хотим просто разбавить выставку «Столетие Республики Башкортостан» чем-то интересным для молодежи. В Кумертау по случаю праздника разноцветными шарами украсили даже символ города вертолетостроителей. В единую колонну встали те, кто помнит еще демонстрации с красными флажками. И те, кому что такое труд, познать только предстоит. Я тут старой закалки, да, то, конечно, меня тянет туда. Но весна, она есть весна, она радость. Особенно, когда общаешься с народом. Мир, труд, май. Лозунг трудящихся распространяется и на выпавшие выходные. Офисные кресла сменяют садовые грабли и лейки. И по традиции трудотерапия завершается посиделками у костра, в кругу семьи и близких. Динара Таймасханова, Тимур Каюмов. Итоги недели. На улицах городов появятся необычные дорожные знаки, а вот табло с курсами валют напротив исчезнут. Прибавки к пенсии, новые правила для застройщиков и даже для пользователей мессенджеров. Отправить сообщение анонимно с сегодняшнего дня не получится. В России вступают в силу целый ряд важных законов и правил, которые коснутся миллионов жителей. О майских изменениях Айгуль Резяпова. Жилье подорожает, стройки встанут. Так девелоперы подгоняют к покупке недвижимости, аргументируя новыми правилами для застройщиков, которым запрещено использовать деньги дольщиков. Эскроу-счета заблокированы до сдачи объекта. Постановление Дмитрия Медведева рассеяло все опасения. Если к 1 мая готовность дома составляет 30%, то доступ к деньгам открыт. Стало быть, и цены для покупателей не должны ползти вверх.
К тому же, если застройщик занимается строительством инфраструктуры, то порог готовности снижается до 15%. На улицах начнут устанавливать мини-дорожные знаки, которые, несмотря на размер, имеют прежнюю силу. Новый разрешенный стандарт 50 на 50 сантиметров и даже 40 на 40. Правда, сделана оговорка. Уменьшенные знаки можно будет применять на нескоростной уличной дорожной сети. Такое решение приняли, чтобы не портить вид улиц и не закрывать обзор водителям. Впрочем, на автомагистралях знаки останутся прежних размеров. С улиц исчезнут доллары и евро, а вернее табло с указателями курса валют. С мая месяца они вне закона. Цифровые вывески с этой информацией уберут из фасадов зданий. При этом в интернете и мобильных приложениях банков данные о курсе валют будут доступны, как и прежде. Отправлять анонимные сообщения не получится. Утверждены правила идентификации пользователей мессенджеров. Операторы должны будут проверить их на личности за 20 минут. Если номера в базе не окажется или оператор не ответит, мессенджер не зарегистрирует пользователя и общение в сети будет недоступно. Ранее руководитель Роскомнадзора Александр Жарков пояснил нововведение тем, что анонимное использование мессенджеров мешает расследовать преступления. Солидную прибавку к пенсии получат участники и инвалиды Великой Отечественной войны. Отныне им положена ежегодная выплата в размере 10 тысяч рублей к 9 мая. К тому же Госдума приняла еще один закон. С 1 числа пенсии фронтовиков увеличатся на 15-20% или в среднем на 9,5 тысяч рублей в месяц, заявила замминистра обороны Татьяна Шевцова. С 1 мая в Башкортостане сократится комендантский час. Дети не смогут находиться на улице или в общественных местах теперь с полуночи до 6 утра без сопровождения родителей или законных представителей. Такое нарушение грозит штрафом до 1000 рублей. Повторное несоблюдение закона увеличивает сумму как минимум вдвое. Исключение предусматривается, если ребенок совершает поездку в другой населенный пункт, но у него при себе должны быть паспорт и транспортный билет. Добровольцы получили официальный статус. С 1 мая вступил в силу закон о волонтерской деятельности. Каждый регион в ближайшее время должен разработать специальные программы по развитию волонтерских движений и стимулированию граждан на участие в благотворительности. Ну и хорошая новость для любителей путешествий. Отныне российским туристам не нужно оформлять визы в Коста-Рику. Единственное условие – находиться в латиноамериканской стране можно не более 90 дней. Отправляясь за путевкой, не стоит забывать, изменения вступят в силу лишь 25 мая. Рысь, напавшая на человека в Буздякском районе, оказалась зараженной бешенством. Сейчас пенсионер с рваными ранами находится в хирургическом отделении местной больницы. Житель деревни Казаклар-Кубово встретил дикую рысь на своем участке. Животное напало на мужчину. В результате он получил раны головы, шеи и предплечья. Пострадавший смог забежать в дом и позвать на помощь охотников. Те и застрелили зверя. Сейчас в деревне объявлен карантин. Рысь, он в очень редких случаях появляется. И сразу же подозрение неадекватного поведения этого животного. Сегодня с утра поступила голова рыси, и вот был подтвержден диагноз, что это болел рысь бешенством. Между тем, в Иглинском районе добычей местного жителя стал 80-килограммовый волк. Животное прокралось на местную ферму близ деревни Улу-Тюляк, где разводят лошадей. Вероятно, одно из них хищник и планировал выкрасть. Фермер сначала принял волка за жеребенка, но, приглядевшись, понял, что обознался. Буквально за секунду он успел достать ружье. Судя по зубам, волк был очень старым, говорят охотники. В республике отметили 85-летний юбилей Амира Абдразакова. Известный режиссер и сценарист стоял у истоков национального кино и телевидения. Он первым в республике снял многосерийные художественные телефильмы, основал киностудию, которая теперь носит его имя. В память о режиссере в Уфе прошли показы его кинолент. А в Театре оперы и балета состоялся концерт, где главными действующими лицами стали его сыновья, знаменитые оперные певцы Оскар и Эльдар Абдразаковы. На вечере побывал и мой коллега Эмиль Басареев. Оперные голоса под аккомпанемент народных инструментов. Уралы, Марендык, Баиш. Эти композиции приобретают новые краски звучания в исполнении братьев Абдразаковых. Башкирские народные песни были любимыми у их отца.
«Я любовался этим миром». Такое название получил памятный концерт. И Амир Абдразаков действительно любовался им, стремясь передать на экране всю красоту родного края. Это прослеживалось и в документальных, и в художественных его фильмах. Он был с большим сердцем, большой душой человек. И он умел работать теми людьми, которые иногда были какие-то талантливые люди, иногда бывает характером как-то иначе принимают мир. А вот он со всеми находил общий язык. На вечер собрались люди, близко знавшие и помнящие основателя и первого директора башкирской киностудии. Главными действующими лицами стали сыновья известного режиссера, оперные певцы с мировыми именами Оскар и Ильдар Абдразаковы. Для них отец стал тем, кто открыл волшебство сценического искусства и кто поддерживал их на пути к творческим вершинам. Напросто нам показал, как нужно работать и что нужно проживать в искусстве. И что нужно вообще быть, знаете, наверное, нужным людям. А вот показать им то, на что ты, чему ты учился. И нести им мысль, безусловно. Для меня как бы вот это основа основ. Он приводил нас с Оскаром к себе на работу на телевидении. Мы посещали театры. И первый раз в этот оперный театр, в этот храм искусств привел меня папа. И я его за это очень благодарен. Знаете, я как сюда пришел, и так отсюда и не ушел. Гостями вечера стали и деятели кино. Большинство фильмов в республике снимается на киностудии «Башкортостан». С конца прошлого года она носит имя Амира Абдразакова. Мы можем сегодня уже сравнивать то, что мы делаем, с тем, что делал он. Вот если говорить, там, какие новые проекты делает киностудия, я думаю, что надо просто посмотреть, что он снимал, какие фильмы. И, в общем-то, на эти картины ориентировать свое творчество. Концерт получился поистине уникальным. Заслуженный артист России Идрис Газиев, акапельная группа «Эхо Уфы», лауреаты театральной премии «Золотая маска» Диляра Идрисова и Артем Макаров, танцевальный ансамбль Файзи Гаскарова и «Мирас». Мы с ним в один год родились, вместе учились. И вот сегодня празднуем. Радостно, что люди все радуются. Нет никакого подтекста, нет какой-то подводной мысли. Все от радости с открытой душой идут. Незавершенный фильм «Крылья мои» Амир Абдразаков считал главным в творческой биографии. В основе сюжета должна была быть история сыновей. Буквально на днях в этих стенах прошла премьера оперы «Аттила». Постановка Ильдара Абдразакова стала самой масштабной в истории театра. Ее он посвятил отцу, которого считал своим главным героем. Эмиль Басареев, Булат Закирьянов. Итоги недели. 17 игроков Салавата Юлаева остались без контракта на следующий сезон. 30 апреля у группы хоккеистов истекли действовавшие соглашения. В их число вошли одни из главных лидеров прошедшего чемпионата: Антон Бурдасов, Владимир Ткачев и Йонас Кимпанин. Двое россиян в следующем сезоне будут выступать в НХЛ, а финский форвард Кимпанин подписал контракт с Санкт-Петербургским СКА. В свою очередь Салават Юлаев сделал предложение 11 игрокам, у которых закончились соглашения, а также ранее продлил контракты с Дмитрием Кугрышевым, Алексеем Семеновым, Темой Хартиканиным и Захаром Арзамасовым. Изменения произошли в тренерском штабе. Клуб покинули тренер по физической подготовке и специалист по работе с вратарями Фредрик Микка. Новым тренером по физической подготовке назначен Матиас Сарвела. По поводу Кимпанина понятно, что здесь история связано с тем, что надо было договариваться с ним до плей-офф, пока он не забросил вот эти свои шайбы и не посчитал, что его цена выросла, и, соответственно, надо теперь платить больше. Поэтому я думаю, что здесь проблема как раз в том, что должности генерального менеджера или спортивного директора как таковой нет. Сегодня с заходом солнца начался священный в исламе месяц Рамадан, и мусульмане собрались на первый намаз таравих. Впереди у них строгий пост. От рассвета и до заката запрещено есть и пить воду, предаваться развлечениям и ругаться. Также верующие должны совершать как можно больше благих дел. В этом году пост продлится до 5 июня. В этот день мусульмане будут праздновать Ураза Байрам. Поэтому и держим Ураза. Это очень большое ближение Аллаху духовно. Свой веру воспитываешь, свой духовный воспитываешь, свое тело, организм полностью ощущается. И не только там голод ходить тугель, от всего греховного. Нельзя говорить плохое, нельзя слушать плохое. Такой выдалась уходящая неделя. Оставайтесь на канале БСТ и будьте всегда в курсе последних новостей. До встречи в следующее воскресенье. Будем вместе подводить итоги недели. До свидания.